Ассаламу алейкум, уважаемые телезрители, онлайн-диалог на канале ННТ. Друзья мои, в прямом эфире мы общаемся с гостями студии. Наш сегодняшний гость – это Курбан Дибиров Мухаммад Хаджи Исубович, заместитель имама Центральной джума мечети города Махачкала, а также уполномоченный муфтията Республики Дагестан по бракоразводным делам, процессам. Ну вот, поэтому самый, скажем так, сведущий специалист и уполномоченный в этих вопросах, которого я и приветствую. Ассаламу алейкум рахматуллах. Сегодня я хотел бы затронуть тему, которая, в принципе, понятно, что вам приходится с этим сталкиваться практически ежедневно, и вы, наверное, можете рассказать вообще массу всевозможных историй, прям просто невероятных даже, да? Иногда нам жизнь такие сценарии пишет, которые мы просто придумать не в состоянии. Я бы сегодня хотел затронуть тему, когда женщина может инициировать вообще, поднимать вопрос развода, потому что с таким тоже приходится сталкиваться. И ко мне неоднократно обращались люди, которые говорят: я вот хочу к имаму пойти и там поднимать вопрос о том, чтобы не получается с мужем, в каком случае женщина вообще может поднимать этот вопрос, и есть ли у нее на это право? Да, конечно, шариат дает ей такое право. Но хотя мы сегодня говорим, имеет такое право по шариату женщина, мусульманка, жена, ее права защищены и в Коране, и в хадисах, и в высказываниях ученых. И что мы сегодня, из-за того, что мы вот так права женщины, мусульманки, жены защищаем, это не вина имамов, это вина неопределенных лиц, да? Компетентных, ответственных на это. Здесь есть другая сторона медали. Какая сторона? Сторона, которая жена ущемлена в ее правах. Она не обеспечена. Она, можно сказать, морально, можно сказать, унижена. Она физически может избита оказаться, да, рукоприкладством. И ее права, конечно, нужно защитить. Мы сегодня, говоря или поднимая подобные темы, мы не берем на себя никакую ответственность. Но если женщина, ущемленная в ее правах, не обеспеченная, и она имеет право прийти к имаму, но это тоже мы сказали бы, лучше бы не пришли бы к имаму, да? Но имаму, когда женщина мусульманка, особенно дагестанка подходит, когда уже безвыходное положение, да? Уже это последняя планка, да, в их совместной жизни. Но если жена мусульманка пришла к имаму, имам ведь обязан ее принять, обязан послушать ее, объяснить ей ее права, и связаться с мужем, или позвать мужа, если он живет в этом населенном пункте, и позвать мужа, объяснить его права, ей ее права, и в дальнейшем дать срок этому мужу на исправление его семейной ситуации. Имам объясняет, обязан сказать, имам человек не разводящий. Имам человек – это юридическое лицо, которое объясняет обеим супругам их права и делает все, чтобы сохранить их шариатский брак. Вот здесь, Мухаммад Хаджи, насколько, когда вы говорите имам лицо не разводящее, насколько женщина может, вот чтобы женщина понимала, да, в каких случаях она вообще поднимает этот вопрос? Ну, отчасти вы затронули. Это когда избиением подвергается, да, регулярным, когда не обеспечена, когда морально унижена. Есть еще какие-то другие моменты, когда она вообще может это инициировать? И насколько во время этих встреч вы стараетесь соблюдать, скажем так, нейтралитет? Почему? Потому что многие женщины, допустим, которые не добиваются желаемого, да, они считают, что имам, он же мужчина, он будет сторону мужчины держать. Вот прокомментируйте теперь это. Кстати, я предлагаю нашим телезрителям присоединиться к нашему разговору. Актуальность коего, наверное, лишний раз подчеркивать хочешь, не хочешь, приходится признавать. Номер телефона WhatsApp только для смс-сообщений 8-928-571-7373. 8-928-571-7373. Вот здесь я бы заранее в начале же передачи сказал бы, что женщина, мусульманка, жена, если она сама бросила мужа,
без ведома мужа уходит, это называется нушуз, то есть ослушание и нарушение ею ее же права по отношению к мужу, да? То есть права мужа она нарушает. И находясь вместе с мужем, она должна прийти к имаму с требованием о восстановлении ее прав, чтобы имам вызвал ее мужа. Или же позвонил к нему и сказал: уважаемый муж, мусульманин, вот ваша жена пришла, или же ваша жена требует ее обеспечения жильем, соответствующее ее уровня мусульманки женщины, обеспечение пропитанием, тем, что средний правительственный минимум, что вот показано за душу населения. И зимой зимняя, летом летняя одежда обеспечит вашу жену. Иного имам требовать у этого мужа не может. И если он откажется от выполнения этих 3 пунктов, добавляется 4-й пункт, если есть физическое применение физической силы, то есть избиение, да, рукоприкладство, неоправданное в шариате, неоправданное, то в этом случае тоже это сказать. Когда вы говорите о неоправданной шариате, у некоторых может возникнуть вопрос, то есть оправданное избиение. Вы Нет. говорите о избиении. Правильно, Мухаммад Расул, оправданное правильно. избиение бывает, Нет, что ли? до этого, я имею в виду, до этого муж, имеется в виду, это такое, это не избиение, слово избиение, оно слишком грубо звучит, Ну вот, да, да, правильно. потому что он да, реально осознанно режет неправильное слух. выражение, да, чтобы мы здесь использовали, да, скажем, рукоприкладство или там, муж имеет на определенные моменты, да, вот ударить, но это тоже надо где ударить и когда ударить. В первую очередь он должен назидание, наставление, потом поругать, потом позвать с ее стороны людей, с его стороны людей посидеть, мушавара, потом отделить постель, потом как-то вот наказать ее, да, вот не по лицу, не по гематому, чтобы вышли, а так просто бить по мягкому месту, да, как говорится у нас. Но это все муж не делает и сразу переходит на применение сил, тоже неправильно со стороны мужа. Это все мы имеем в виду под неоправданным избиением. Да, вот. все понятно. Так, дальше шариат настолько смотрит, чтобы на сохранение семьи, да? Почему сразу муж не имеет, то есть имам не имеет права? Потому что в одностороннем порядке, что жена пришла, может и есть ответчик, да? Жена получает как истец, она иск подает о разводе, а муж сторона ответчика, да? Если ты, имам, не позвонит к мужу и не объяснит, в чем суть требования жены, и тогда имама действия неправомерны. Это а если до него дозвониться невозможно? Для вас же не секрет, что есть у нас немало женщин, которые... Он уехал в Москву или куда-то на заработки, его нет, понимаете? И, понимаете, женщина живет, она либо на квартиру снимает, либо она живет сама одна, она не знает, что... И это даже, понимаете, человек ни смс-ку не присылает, ни звонки, и где-то она на уровне слухов слышит, что у него там кто-то появился. Есть что делать? Вот, к сожалению, Мухаммад Расул, все, что вы сказали, дословно, да, вот каждый пункт, что вы сказали, на сегодняшний день оно в обществе, к сожалению, есть. Но имам тоже, как юридическое лицо, да, религиозное, он тоже ограничен в правах человека. Он не может выйти за рамки шариата, который Аллах ему дал. Он обязан или отправить ему извещение, отправить через родственников. Если человек без вести пропал... В таких случаях вы обращаетесь к родственникам? Родственникам, находим его, извещение, готовый текст есть у нас, извещение, которое согласовано с юристами и со всех сторон, чтобы она была весомой, рассматриваемо, что она была, но без осведомления мужа о том, что его жена пришла, и не согласовав, имеет ли эта женщина, жена-мусульманка, прийти к имаму о разводе, сперва отдел фетв, пока вы не вынесете решение, послушав ее. Получается, у нас в Муфтияте Республики Дагестан есть отдел фетв, да? Шариатского суда, это как законодательный орган шариата. Да, понятно. А имам, любой имам в районах, городов, они как исполнительный орган. Вынесли решение о том, что это коль скоро к вам обратились, вы должны дать. Да, поэтому вот здесь у нас, когда мы говорим право о разводе, что жена имеет, это мы всем женам не даем такое право. Это всего лишь мы даем знать, что такое право у женщины, мусульманки, жены есть, чтобы мужья этому не доводили до этого, чтобы шариат смотрит на сохранение брака. А вот все эти тонкости, все эти пункты для чего поставлены? Чтобы жена
Даже если она не придет, несколько лет вот так она, как вы сказали, живет, да, вот, на квартире, работает сама, мужа нету, все, ради сохранения семьи, пару детей появились, не хотела развода, сейчас уже, вот последнее слово, сейчас уже больше некуда, да, вот тогда она к нам приходит, и вот тогда мы, если пока истец или его, осведомить его, с ним разговор, или сам он придет, пока не будет, мы никакое решение не выносим, получается, отложим, да, вот получается. В любом случае есть вещи, которые вы тоже обязаны сделать. Конечно. Правильно? Конечно, конечно. Скажите, пожалуйста, понятно, что у женщины есть право, да, но здесь насколько кто-то, наверное, из женщин даже возмущаться начал, а вы не ущемляете права мужчин в данном случае? Да, вот опять-таки, такое же тоже может быть. Потому что я прекрасно понимаю, что мужчина, которому звонит какой-то имам, да, и говорит: так, дорогой мой друг, вот здесь у нас женщина такая, она на вас жалуется. И я как имам должен, ну, любой мужчина, когда к нему звонит мужчина и говорит от имени его жены, надо понимать, что сами женщины признают, насколько они могут там манипулировать некоторыми вещами. Насколько вот вы здесь, как бы вторгаетесь немножечко в личную жизнь, в личное пространство именно мужчины тоже? Ну, здесь у нас, я в своей практике много разных, да, вот было, вот первые месяца, 2-3, когда мы этот вопрос подняли, мы уже с этого момента мы уже вынесли решение, что сам имам не позвонит, а позвонит его жена в присутствии в кабинете имама. Она скажет: уважаемый, я вот так пришла к имаму, я в мечети, любого имама, да, и вот так пришла, что мы вот говорим, последний раз о разводе когда говорили, может, что вам сказал, вы сами ушли и сами нарушаете. Но я вам скажу, из 10 1-2 только в моей практике женщина права, и она достойна, чтобы имам дал тому мужу срок, и за этот срок, если он ничего не предпримет, и она получит право на саморасторжение брака, фасх. Есть такой хукм шариат. Любой книгу откройте. Но об этом тоже будем да. подробно говорить. А вот здесь, чтобы этих моментов, у нас менталитет мужчин каков? Вот раз мужчина, как вы говорите, получается, звонит и говорит о его жене, уже он против настроен, уже он думает, конечно, как бы уйти от этого разговора, да? Не из-за слабости его, а просто не хочется, да, вот на ты пойти. Вот здесь тоже, я бы сказал, имамам тоже сами не звонили. Пускай сама в присутствии имама сама звонит и скажет, почему и к чему и к кому она пришла. Вот тогда имам в качестве разъяснения полного нейтралитета не в сторону жены, не в сторону мужа, а объясняющий человек шариатские права мужа и жены. И потом уже, как уже муж понял, что и он, вот у меня просят: уважаемый имам, подскажите, пожалуйста, моей жене, как надо вести как мусульманке жене. Я объясняю. Получается, в большей степени она сама виновата. Иногда так тоже бывает, ну, пополам так можно сказать. Но все-таки вот здесь имамы, надо их понимать. Имам не из-за такой жажды к разводу звонит к мужу. Из-за того, что вот, исправить семейное положение. Ваша цель сохранить же семью? Обязательно. Сохранение семьи – это первостепенная важность в нашем деле. И, как я сказал, всякие, вот можете по статистике проверить, вот все вот, женщины замужние, которые были у нас, они тоже в курсе, они тоже недовольны от нас уходят, что мы каждому, кто приходит в разводы, не делаем. У нас возмущенных жен больше, чем обрадованные разводами. По их мнению, якобы почему? Обрадованные. А? Угу. Почему возмущены? Потому что не сделали им развод. Не имея на то права, жена, имам не имеет права сделать развод. Ну хорошо, допустим, мужчина скажет: хорошо, я исправлю это семейное положение. А как вы проверите? Женщина, жена заложника? Ну хорошо. Он говорит: хорошо, я сделаю то, что вы говорите, пускай идет домой. Что вы сделаете? Мы говорим: уважаемая жена, бойтесь Аллаха
и знайте ваши права, слушайтесь вашего мужа. И вот такой срок вам, мы по-разному даем срок. Ну, Муж предположим, тоже вы знает. даете 2 месяца или 3 месяца или Вот. полгода. Она приходит через полгода, говорит, ничего не изменилось. Вы звоните, говорите, полгода прошло, ничего не изменилось. Как вы, да, он говорит, что чеки у него будете спрашивать, Нет, что ли, что он для деньги дал? этого, шариат настолько чистый, вот у нас, да, вот закон, что для этого заранее мы не говорим. Вот срок, да, вот, например, 10 дней, 20 месяцев, как сказали, сколько бы ни было, срок, вы устанавливаете свидетелей, вашего дядю, брата, любых 2 мусульманина, чтобы освидетельствовали о том, что ваш муж ради сохранения семьи никаких мер не предпринял на обеспечение с первого дня этого срока. И она приходит за данный срок, эти 2 свидетели свидетельствуют перед имамом. Уважаемый имам. Это что за люди должны быть? Потому что если, допустим, у женщины цель развестись, да, или, ну, она, как сказать, возьмет тех людей, которые, это ее сторона, они, конечно, будут говорить, да, на самом деле там проблемы и так далее. Вот здесь вот эти 2 мусульман, свидетельствующих, они тоже же ответственные люди. Они свидетельствуют, если они ложно засвидетельствуют, какой бы стороны они ни были, им это очень будет тяжко ответить перед Аллахом суде, потому что они свидетели развода. Они стали причиной того, что итогом этого может развод стать. Этому всему имам всех осведомляет и берет у них слово на правоту перед Всевышним. Только вот после этого имам дает право этой мусульманке, этой жене, которая вот так просила развод, на саморасторжение, это фасх, мы имеем в виду. Имам слова развода не говорит, чтобы мужья знали. Имам, пользуясь тем правом, которое шариат его наделил, как калды, да, он дает ей право при 2 свидетелях, чтобы она сказала слова развода. Она скажет, я развелась со своим мужем. То есть она сама это право использует? И после того, как имам даст ей право. Не самостоятельно она захотела, нет. Имам сперва должен дать право при 2 свидетелях. После всего сделанного бракоразводного процесса, и ей дает право. И имам сам тоже может сказать, фасахту никах, окей, я развел тебя с твоим мужем, тоже имам может сказать, я предполагаю, я предпочитаю, то есть, эти тоже имаму, чтобы не говорить, а ей самой дать право на саморасторжение брака, чтобы к имаму тоже этот муж, чтобы не пришел, почему ты развел меня, чтобы такого тоже претензии к имаму у мужа не было. И она это скажет, это всего лишь фасх, это расторжение брака, это не развод. В течение 3 месяцев 10 дней она срок когда пребывает, как после любого развода. Дальше тоже это же ведь не развод, а всего лишь саморасторжение брака со стороны жены. Фасх. Потом, если она захочет в дальнейшем жизни, к нему же может вернуться тоже, но с новым заключенным браком. Это уже ее право будет. Мухаммад Хаджи, я прекрасно понимаю, что когда звонок поступает мужу, особенно учитывая то, что у людей на данном этапе нервы, мягко говоря, испорчены, и все те, которые эти звонки поступают, ну, часть этой аудитории, скажем так, это не прихожане мечети, да, а порой, может быть, даже достаточно, скажем так, блатные, да, условно говоря. Он говорит, имам, ты там ошалел, что ли? Я тебе там достану, я тебе это сделаю, то сделаю, там туда-сюда. И вы понимаете, что, ну, сейчас речь не о том, что вы там станете в позу, я тебе там сам сделаю. Речь о том, что человек, отправь ее там, женщина в таком ситуации, когда был у меня случай, когда ко мне обратился человек, я к вам перенаправил. Мужчина сидит, он не обеспечивает, они много лет не живут, но он и развод не дает, понимаете? И что теперь делать этому человеку? А она, женщина, которая молодая, вовремя, когда до этого доходило, когда уже развелись они, да, в паспорте уже штампа нету, ничего нету там, они много лет не живут, они не общаются. Но тогда слова развода не прозвучали. А через много лет человек просто, ну, простите меня, тупо, опять-таки, со слов женщины говорю. Я-то к вам перенаправил этих людей. Со слов женщины, это человек, который
ну, жил достаточно и живет, судя по всему, разгульной жизнью. Он находится в местах, как говорит, не столь отдаленных, да. И более того, когда этот вопрос возникал, он угрожать начал имаму там и так далее. Раньше. И? Для этого как раз-таки у нас есть имамы, которым слово шариата важнее, чем любая личность, которые как-то думают по-другому. Имам – тот человек, который несет за собой слово Всевышнего, Корана, хадиса, высказываний имамов. Если он, имам, и ссылаясь на достоверные фетвы шариатского суда, шариатского решения, выносит решение и выполняет, делает добросовестно его работу, этому имаму ничто не грозит. Эта угроза не сокращает ведь жизнь. Мы знаем. Но без этого и не бывает. А на что тогда он имам, если он шариатское слово сказать не может? Я так уверенно говорю для того, чтобы имамы не боялись каких-то иных, да, вообще, угроз. слово имама в данном случае насколько вес имеет, да? Просто надо же понимать, что какой бы человек ни был, да, он должен понимать, что есть инстанция, которая, ну, здесь вот вес, да, как, я не знаю, может, я неправильно выражаю мысли, насколько это... И изначально надо знать о том, что не имам эту жену, которую хоть развод нашел, а она имама находит. Имамы, ни один имам не хочет, чтобы к нему жена пришла, определенная жена, чья-то жена пришла с разводом. Они этого категорически не хотят. Но раз она приходит, он обязан ее слушать и обязан вынести ей правильное шариатское решение, вот тогда имам должен свое слово сказать. Мы сейчас не претендуем никакие звания, никакие, что мы вот такие там решали какие-то, да, вот решаем. Нет, мы говорим о нормах мусульман, хотя мы живем в светском государстве, но шариатские нормы для мусульман, которых ни ЗАГСа нету, да, а есть только отец выдал, и у них шариатский брак, они живут как муж и жена. Дети все есть, но ЗАГСа нету. Мало ли таких, много таких. Даже если у них ЗАГС пускай будет. Но все-таки мы, мусульмане, когда мы говорим о мусульманских правах, о религиозных ценностях, как муж и жена, и лучше было бы, конечно, чтобы с разводами к имаму только вместе муж и жена пришли. Но это где-то таких разводов это очевидно редкость. невероятно. Есть такие тоже у нас случаи? Есть. Муж приходит с женой, вот так, и даже сегодня у меня была семья, и я их объяснил, и назидание сделал. Бывает, что мужчина приходит и говорит: слушайте, наставьте эту женщину, я уже очень не знаю, много, не ее бить, что ли, или очень что делать? много. Серьезно? О, да. А что делать? Есть такие моменты. И, к сожалению, есть. И... То есть там он что хочет донести до нее? Что он может с ней развестись, что ли? Или он Нет, он хочет, развода не хочет. Он хочет, чтобы его жена исправилась. Или же муж религиозный, а она не так уж религиозная. Да? И надо им как-то золотую серединку найти. Да? Слишком строгий он к себе в религиозных требованиях. Это же требует у жены тоже, муж не прав, надо ей свое дать. Ведь сказано, такалляму наса бикадри укулихим, да, говорит с людьми по мере их мировоззрения, понимания. Он знал, кого он берет в жены. В большинстве случаев это бывает, что муж религиозный, жена не так уж. И в этом плане муж хочет от нее требовать все, что по шариату полагается, не получит, потому что еще плод не созрел, чтобы стать, да, вот таким, как он. Ну, здесь, наверное, да. Но вот здесь как раз-таки имамы обязаны минимум, что фарз для нее в исламе сказать, и дать ей время на то, чтобы она исправилась и была в первую очередь послушная Богу, Всевышнему Создателю, потом и мужу подчинялась. Чтобы не было так, чтобы, наоборот, подчиняясь мужу, чтобы она слушалась Создателя, здесь, Творца. наверное, все-таки вот этот красивый такой нрав мужа, он, наверное, очень сильно достаточно. будет. Даже не нужно говорить словом, достаточно показать мягкость, вежливость, уступчивость, толерантность и вот всеохватываемые вот эти качества, да, мужа, терпеливого,
дальновидного. И даже мне приходилось говорить определенным мужьям, что она платок не одевает, поясом не одевается. Это тоже временно. Ты постарайся, дуа делай. Из-за этого разводиться не стоит. Ну, вы знаете, у меня даже есть такие примеры в жизни, когда мужчина, который тоже был не соблюдающим, но потихоньку начал соблюдать предписания, у него достаточно серьезная ситуация была, чуть ли не до конфликта доходила, когда он начинал требовать от этого от своей жены, а сейчас она, наверное, гораздо более строга в этих вопросах, нежели он. Я здесь сейчас другую сторону затрону, Мухаммад Расул, не знаю, в других передачах мы... У нас ровно минута. Сможем ли охватить, вот когда новообращенная мусульманка, она вот вышла за дагестанца, мусульманина, и получается, когда они заходят к тебе, вот я вышла, я новообращенная мусульманка, она в хиджабе, она все соблюдает, а наш уважаемый дагестанец, к сожалению, ничего не соблюдает. Вот тогда очень трудное, плачевное состояние ситуации бывает. Пусть Всевышний Аллах предпишет хорошее. Мухаммад Хаджи, вам огромное спасибо за сегодняшний эфир. Я хочу предложить нашей аудитории, вопросов не так много поступило. Мы в течение недели будем с Мухаммад Хаджи общаться 5 дней, включая пятницу, поэтому отправляйте свои вопросы. Те вопросы, которые сегодня поступили, мы в завтрашнем эфире, надеюсь, озвучим. По ходу у нас будет вещание, я думаю, и в соцсетях, в Инстаграме, я думаю. Поэтому следите за нашими эфирами. Каждый день в 18:00 заместитель имама Центральной джума мечети города Махачкала, Курбандибиров Мухаммад Хаджи, будет у нас здесь в студии. А пока я благодарю. И темы я тоже предварительно буду озвучивать через соцсети. Всего самого наилучшего. Ассалам. Ассаламу алейкум, уважаемые телезрители. Онлайн-диалог на канале «Наше национальное телевидение». И, как мы обещали, с понедельника по пятницу в прямом эфире нашего канала заместитель имама Центральной джума мечети города Махачкалы Курбандибиров Мухаммад Хаджи. Человек, который уполномочен муфтиатом заниматься именно бракоразводными процессами. Брак — это то, что нас радует, как бы, когда соединяется и возникает новая семья. Но, к сожалению, великому, без разводов тоже не обходится. И в этой связи тема, к великому сожалению, очень актуальна, в том смысле, что она достаточно на сегодняшний день часто возникают эти вопросы. И единственное, что радует, если общероссийскую как бы статистику смотреть, наш регион, он пока 25% разводов выдает. Хотя есть регионы, в которых из 10 браков 7 браков распадаются. К сожалению великому. И вчера мы анонсировали нашу сегодняшнюю тему, это слова развода. Мухаммад Хаджи, в этой связи, естественно, я уже к вам переадресую этот вопрос. Слова развода, вот мы говорили, какие-то прямые, косвенные там, и так далее. Давайте немножечко разберем. Что это за слова развода, как они звучат и как их надо вообще? А'уду биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Альхамдулиллах. Вассалату вассаламу аля расулиллах. Ма ба'ду. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Уважаемые зрители. Да, на самом деле, к сожалению, можно сказать, после радости и, конечно, ожидается, можно сказать, да, Аллах, чтобы не ожидалось развод тоже, но исходя из актуальности сегодняшней нашей темы, мы эту передачу и дальнейшие передачи цикла открываем не для того, чтобы кто-то воспользовался, наоборот, чтобы мужья вооружились и остерегались от развода. И осведомленный человек, он вооруженный человек. Например, если человек знает, что перед ним находится яма или нечистоты, он знает, что перед ямой и остерегается, обходит, чтобы не попал в яму. Сегодняшние и последующие передачи пускай будут как бы осведомлением вооружить мужей, дабы остеречь их от разводов. Знания, они так и сильны, тем и сильны, что знающий человек, он сильный человек, да, согласно хадису. И наша цель подобных циклов передач, чтобы вооружить, усилить знания мужей заново для сохранения их семьи или браков. Да, на самом деле есть слова, которые, хотя в наше время и мужья, к сожалению, и жены думают, что это якобы одно и то же, да, но они разнятся, и каждое слово внутри развода имеет свою силу и свой вес.
Мы сегодня хотели бы разъяснить однозначный развод или прямой развод, как говорится, талякун сарих называется по юриспруденции шариата. Это означает, что слова мужа, сказанные однозначного смысла, что без намерения, в шутку, всерьез, в пьяном состоянии, он сказал, он не знал, что этими словами разводными получается развод, это все его не спасет. Это как высоковольтная линия, можно сказать, что у электрика, кто занимается высоковольтной линией, у него второго шанса, говорят, не бывает. Это не обычный ток, это не обычные 220 вольт, как мы говорим. То же самое здесь тоже. Я имею в виду о однозначных словах развода, где кроме развода другой и не понимается. Это «я даю тебе развод». Я дал тебе развод. Я почему это разделяю? Потому что даю это настоящее время, и дал это прошедшее время. То есть в настоящем прошедшем времени то, что муж сказал, даю развод, дал развод. Даю и дал. Дал. И развожусь, я развожусь с тобой. То есть И я с тобой развелся, я с тобой развелся. Эти слова, я с тобой развожусь, в данный момент, сейчас развожусь. Я с тобой развелся, я дал тебе развод. Да? Эти слова, однозначные слова развода, так называется талякун сарих, даже без намерения сказанные слова мужем в адрес жены, он может сказать вместо тебе, когда муж дает развод, имя жены, чья-то дочь, мать моих дочерей, сыновей, мать моих детей, там, сестра чья-то, там, его брата имя назвал, и вот он указатель должен, адресат должен быть в адрес жены. Или как жену сказать. Если у него более чем одна жена, то какая жена должна определить? Или имя жены, чья-то дочь, или там мать моих детей, да, определил. Адресат есть и сказал эти однозначные слова развода. Этим получится развод, даже если у него не было намерения на развод. Вот этот момент я хотел. Человек в шутку, например, сказал, да я с тобой развожусь, да, предположим. Что-то хохмели там и так далее. Я с тобой развожусь, сказал он. В этом теперь, получается, человек даже без намерения это сказал, он получается... Я вот этих словах «я с тобой развожусь», да, вот, я спрашивал о, можно сказать, грамоте по русскому языку, можно сказать, специалистов по грамматике. Да, по грамматике, филологи, это другие люди, которые 30-40 лет занимались именно каждым словом, какой вес оно имеет. Мне компетентные люди по русскому языку, разбирающиеся по грамматике русскому языку, сказали, что развожусь – это настоящее время. Да. Для будущего времени есть другие слова. Разведусь. Разведусь, да. Это в будущем времени. Да. И я дам тебе развод. Да. А слово развожусь в русском языке по грамматике используется только для настоящего времени и преимущественно для этого. Поэтому, хотя в арабском языке есть слово, одно слово, которое может охватить и настоящее, и будущее время, да? Есть один термин в арабском языке. То есть я тебе помогу, например, да, может сейчас и потом другой. Но здесь, вот в таких моментах, это как бы настоящее будущее время, чтобы одно слово охватывало, в русском языке такого почти и нету. Вот мне грамматики так объяснили. Поэтому, исходя из того, что грамматики по русскому языку говорят, что развожусь это настоящее время, получается, что сейчас он дал развод. Независимо от того, он шутил, не шутил, там и так далее. То есть это вот здесь единственное может облегчение быть какое. Есть хукм такой сабку лисан, что он этого не хотел, просто язык проговорил. Дело в том, что, Мухаммад Хаджи, здесь же, понимаете, когда человек в состоянии гнева говорит, я даю тебе развод, он тоже потом говорит, я не хотел, я это не имел в виду. Когда здесь... В чем разница? Человек в гневе это дает, или он шутит, да, допустим, заигрался, условно говоря? Разница большая. То, что я сказал, это сабку лисан, это и не шутка, и не злость, и не злоба. Это другой хукм, я говорю, смягчающий, но для этого есть определенные условия. А что касается в шутку сказал, серьезно сказал, в гневе сказал, это все вот гнев, да, гнев. Гнев что такое? Гнев – это определенное чувство, подсознательное чувство мужчины, которое выводит его на гневное состояние. Если он понимал, что он говорил, но он гневный, он в состоянии гнева,
еще в меняемом состоянии. Даже если так, это развод считается. Но, Мухаммад Хаджи, когда человек шутит, он тоже во вменяемом состоянии. Правильно. Он тоже понимает, что он Это говорит. тоже принимается как за развод. Мы из-за этого сегодня подобные передачи ведем, чтобы наши мужья знали, что вот подобное именно, не допустили именно. они. Наша цель это является. Вот эти основные 4 слова однозначного развода, 4 варианта слов, высказываемых разводных слов мужем в адрес жены. И то, что вот сейчас, например, говорится, много сейчас случаев, к сожалению, да, ну, здесь я развожусь. Я развожусь, но с кем не сказал. Да. Ни с женой не сказал, ни имя жены не сказал, ни чья-то дочь не сказал, мать моих детей не сказал. Развода не будет. Потому что адресата нету. То есть в этом случае, в таких моментах оно рассматривается как... Отсутствует одно условие, кому он дает развод. Адресата нет. То есть здесь пытаются опять-таки сохранить семью, Вот, правильно же? Вот, это именно. Хорошо. Человек отправил СМС-сообщением со словами развода. Я с тобой развожусь. СМС или звуковой файл, да? Сейчас мы все сидим в телефонах, это не секрет, и со словами прямым текстом. Я с тобой, ты освобождена, ты разведена и так далее. Не, прямой текст, да. Я развелся с тобой. Условно. Тогда, получается, с этого развода, Мухаммад Расул, мы переходим уже на косвенный развод, то есть... Нет, я сейчас имею в виду именно СМС-сообщение, в котором прямой текст. Да. Хотя в любом случае и косвенно тоже надо будет почему перехожу? Да. Потому что СМС, даже с прямым текстом слов, однозначных смыслом развода, да, я даю тебе развод, я с тобой развожусь, я с тобой развелся. Все эти слова, написанные молча, без намерения, молча, не высказал, не высказывая, молча, без намерения пишет, он просто тыкает клавиатуру, это как косвенно считается. Даже так? Даже так, потому что он не высказал. А голосовое сообщение, оно имеет силу слов, оно уже не СМС, оно уже голосовое, оно имеет силу высказанных слов, потому что она слышит голос мужа. А в СМС не слышно этого. Получается, разница СМС-сообщения и голосового сообщения, они разнятся в этом плане. А когда человек говорит слова прямого текста, прямой смысл развода, для этого нужны какие-то свидетели? То есть некоторые говорят, там свидетелей не было, допустим, чтобы сохранить семью, как доводы спорят. Некоторые, чтобы наоборот, получить развод, говорят, там свидетели, в зависимости от ситуации, некоторые вот этим пытаются спекулировать. Люди нужны, которые слышат это. Свидетели, как мы знаем, фикх шариата нужны для разъяснения спорного момента. Здесь тоже может быть место свидетелям тоже, но если есть признание со стороны мужа, он говорит, да, я эти слова жене сказал. И жена слышала эти слова, и жена подтверждает слова мужа сказанные. В этом случае, если есть разногласия между мужем и женой, он говорит, я так сказал, а жена говорит, по-другому сказал, тогда для разъяснения их высказанных слов мужа, тогда, может быть, нужны будут. Но все-таки здесь тоже дается предпочтение слов мужа. Потому что преимущественное право в разводных словах имеет муж, не жена, потому что это право мужа. Поэтому, если есть признание, в книгах есть такое вот общее правило, аль-икрар саидуль адилля, признание человеком о том или ином действии или высказанным словам, он признается, это самый весомый довод. То есть при наличии самого весомого довода доказательства и не нужно. Поэтому свидетели не нужны в разводе, если есть признание мужа о тех словах, которых он высказал. Тогда свидетели и не нужны. Без свидетелей их развод получается, если это однозначные слова или же косвенного характера, киная, с намерением, которое он сказал. Когда человек говорит слова прямого текста развода, я с тобой развелся, в данном случае развод получается один или он троекратный?
Этот момент я специально, наверное, оставлял под конец, даже если вы не затронули бы, да, как вопрос ведущим, я, наверное, от себя этот вопрос поднял бы. Почему? Потому что этот вопрос наиболее, сказать, даже не менее актуален в наше время. Мы с первого класса, как в школе учимся, знаем, что такое 1 и что такое 3. Да. Правильно? Да, конечно. Муж говорит с одного раза жене, да, я с тобой развелся, я с тобой развел, я дал тебе даже одно троекратный развод. Давайте сегодня скажем, вот я дал тебе троекратный развод. Там слово троекратный сказано ведь. Да. Мы с первого класса знаем, что это 3. И выносится решение о троекратном разводе. Талактуки салясан, в книгах сказано, да, что это 3 развода. С одного раза 3 развода тоже бывает. Даже в наше время есть такие, можно сказать, люди некомпетентные, люди в этих вопросах. Даже если муж с одного раза жене скажет, отдельные 3 раза, не говорю уже, я дал тебе троекратный развод, отдельно я дал тебе развод, я дал тебе развод, я дал тебе развод, это они якобы, да, вот, наверное, они не знают, чем руководствуются даже, что это один развод. С одного раза 3 развода не бывает. У меня тогда вопрос к этим людям. Тогда, чтобы 3 развода получилось, надо сколько разводов мужу надо? 9 разводов надо давать. А 9 разводов у нас нет. У нас есть только 3 развода. Ну да, есть, потому что когда говорят, допустим, я тебе 1000 разводов дал сразу, да, условно говорят, я слышал, что такое, некоторые приходят, говорят о том, что, ну, это считается как бы одним разводом. Ну, Не там знаю. тоже есть место, да, вот это, когда истихарак бывает, когда охватываемое полностью бывает, там есть моменты, которые надо будет спросить мужа тоже, но я имею в виду конкретные, однозначные слова, 3 раза или с одного раза троекратный развод дал, я бы хотел заверить наших слушателей, телезрителей, что не обманулись этими ложными фетвами разных людей, что с одного раза якобы 3 не бывает, это нет такого у нас. Поэтому... А если муж дал 1 развод, тогда в течение 3 месяцев 10 дней, срок идда, пока не прошел, со дня развода, он может словесно вернуть жену, сказать, я возвращаю тебя, я тебя вернул. Или же косвенно с намерением на возвращение жены, ты мне жена. Это слово возвращение, возврата жены после 1 или 2 разводов. 1 развод дал, у него есть срок идда, то есть 3 месяца 10 дней. За этот срок он вернет ее словесно, по нашему мазхабу обязательно словесно, чтобы сказать. А по другим мазхабам другие моменты тоже есть, смягчающие, например, по ханафи мазхабу считается достаточным, чтобы они как супружеской близости достаточно, что он вернул ее. Вот скажите, пожалуйста, у меня был один из вопросов после вчерашнего поста в Инстаграме. Задавали следующий вопрос. Вот по шафийскому мазхабу, если человек в гневе дал этот развод, он как бы считается разводом, там далее. По другим мазхабам как? Я бы здесь заранее сказал бы в начале же, что и ханафи мазхабу, и другим мазхабам именно в бракоразводных вопросах большинство ученых используют именно шафийский мазхаб. Они признают достоверность шафийского мазхаба. Поэтому, что развод, который считался в шафийском мазхабе, тот он и считается, и по ханафи тоже. Потому что у нас сомнений в этом, разногласий, у этих основных моментах имамов нет. Есть только при заключении брака определенное облегчение в других мазхабах, нежели в шафийском. Да? Но все-таки мы, говоря о разводе сейчас, вот после 1-2 разводов, что он имеет право вернуть словесно, если срок идда прошло, да, прошел срок идда, то есть 3 месяца 10 дней прошел, и муж не вернул словесно. У них 1 или 2 развода, Да. 3 нету еще развода. Тогда тоже они могут помириться по желанию этой жены, потому что он в свое время не использовал для возврата жены словесно, не обновляя махар. Если они захотят заново после срока идды пожениться, то надо им обязательно обновить как первоначальный махар с оговариванием махара, с дозволения вали, это при 2 свидетелях, как первоначально надо им акту никах, то есть заключить шариатский брак никах махар. В случае, если срок идды прошел. Идда прошел после это сколько? Еще раз давайте 3 повторим. месяца 10 дней. 3 месяца? Или же, конкретно скажем, 3 месячных цикла этой жены, которая получила 1 или 2 развода. А если уж 3 развода получилось, тогда уже
вернуть жены не получит, только при других строгих очень даже моментах. У нас это для этого отдельная тема в последних циклах передач наших будет, иншаллах. Хорошо. Все-таки давайте еще раз. Человек, если отправил смс-сообщение или там свидетели нужны или нет? Вообще, когда вот эти слова говорятся, свидетели нужны или нет? Вот заново, здесь свидетели в косвенном или однозначном первом виде вопроса, свидетели нужны только для выяснения правоты одной стороны. Если признание мужа есть... Вот человек дал развод, они не к имаму приходят, да? Как сказать? Чтобы люди сами знали для себя. Человек признает, что он дал как бы развод, но считает, что свидетелей не было, значит развод не получился. Ничего не меняет. Это самосуд тоже ничего не даст ему. И его признание, что он развод дал... То есть это развод получился? Если он слова косвенного характера, которые сейчас мы перечислим... Нет, он сказал прямо, я с тобой развожусь, условно говоря, в шутку сказал, да? Теперь жена говорит, ты сказал слова развода. Да. Он говорит, да свидетелей нету, там так далее, это же шутка была, там так далее, так далее. Ну, реально человек не придает смысл, как бы не понимает вес этих слов, насколько это, ну, как бы тяжелая вещь. Давайте мы для таких моментов скажем следующее, уважаем нашим молодоженам, молодым мужьям и те, которые не разбирались. Так есть такой хадис, изучение религиозных знаний обязательно для каждого мусульманина. То есть молодой парень, мусульманин, поженился, он обязан изучить моменты разводные. Человек начал торговлю, он обязан изучить торговлю, харам, халал. Или там человек стал богатым, изучить закат, что он, кому он должен дать. То есть здесь этот хадис, он универсальный хадис, что насчет изучения религиозных знаний, то любой мусульманин, который сегодня стал мужем, он обязан изучить религиозный. И за то, что он оставил обязательное, что он обязан был сделать, его не оправдает шариат. Из-за добавок, что в Дагестане живет близок к алимам, к ученым людям. Ему смягчения не будет. Незнание закона не освобождает от ответственности. Вот если человек, салам алейкум, если мысленно подумал о разводе, вопрос? Альхамдулилля, что для нашей уммы мысленное, сказанное что-либо, его мысли прошлись по голове, это не берется за основу. Пока нет высказанных слов, которые он сам услышал. Еще потом, даже если скажет, тогда будет. Потому что вот это талаффузуль альфаз, это есть вот высказанные слова. Получается, ты хозяин слова, пока не выскажешь, а после уже как высказал, ты становишься уже рабом этих слов, которых ты высказал, этого не избежать. Добрый вечер, я хочу получить развод, взять свою долю дома и жить отдельно со своими детьми. Ну, как бы здесь даже не вопрос, а просто... Это имущественный вопрос. Отдельно после развода она, наверное, думает по светским законам, да, что жена получает половину имущества мужа, да. Здесь, к сожалению, наверное, она, ей сожалению, шариат после развода жена забирает только ее собственность, она забирает, а как от имущества мужа она что получает, ничего не получает она. Это наследство получает после смерти отца или дедушки, или от кого-то, они наследственный вопрос, отдельный вопрос. А из-за того, что развод она получит, а имущество мужа она не получит, только лишь если есть дети, обеспечение детей останется на муже. По косвенным словам, у нас буквально 7 минут осталось, это пролетело время практически. Так, косвенные слова. Косвенные слова – это «ты мне не жена», «ты мне не жена», «собирай вещи, уходи к родителям», потом «вступай в срок идда», «можешь выйти замуж», потом «ты мне харам, другим халал», «ты мне как сестра», определяет. И подобные другие слова, двузначные слова, которые могут быть и для развода использованы, и для других моментов. Но при этом есть одна разница. Это тоже разводные слова. В наше время «ты мне не жена», «ты мне харам, другим халал», это как бы даже стало, наоборот, более используемым. Даже это, с одной стороны, хорошо, что без намерения, чтобы развод не получался.
Если муж во время высказывания и этих слов, ты мне не жена, он говорит, и это говорит для развода. Когда мы намерение говорим, это не означает такое намерение, которое мы как высказываем до намаза. Да? Я намереваюсь дать развод. Да, да. Это не тот момент. Мы говорим о его цели и каст высказываниях слов. С какой целью ты эти слова говорил, ты мне не жена? Собери вещи, уходи, ты мне харам, другим халал, можешь выйти замуж, вступай в срок идда. Потом, вот это все, подобно другие слова, они будут разводными, если есть у мужа четкое, ясное намерение на развод. Если муж сегодня приходит к нам, и к большинству имамам тоже этот момент бывает, я бы хотел этот момент разъяснить. Например, я как делаю, когда муж говорит жене слова косвенного развода, ты мне не жена, я ему объясняю обе стороны. Если ты вот для чего ты говорил эти слова жене? Если для развода говорил, он говорит, нет, не для развода говорил. Тогда единственное, что я могу, ему нужно, чтобы я сказал, или имам сказал, что нет у него развода. Но он же ведь сам лучше знает, для чего он говорил Вот эти у слова. меня в этой связи, да, был вопрос, потому что одно дело, когда, понимаете, когда человек ругается, да, и когда там женщина порой бывает провоцирует, дай мне развод, они же, как сказать, ну, они в пух и прах разносят друг друга. В этот период, ну, не знаю, человек, как он может не понимать, что он говорит? Вот. Ты мне не жена, допустим, когда он говорит, а какие смыслы там можно еще придать этому? Есть. Например, мы же говорим в наше время, это не боец, а супербоец. Ты мне не жена, а супержена. А, да, это да. Поэтому там есть двоякость смысла. Ну, поэтому знаете, что хорошо и замечательно? То, что вы на самом деле стараетесь сохранить семью и сохранить этот брак. Но человек здесь... Вот насколько опасно, когда человек, скажем так, вот он сгоряча сказал, да, ты мне не жена. Но он явно не супер жена хотел сказать, скорее всего. Мы-то, вот, понятно, в сердце не заглядываем. Но все-таки я разъясню. Да. Вот тогда дело имама или того, кто выносит решение, объяснять ему обе стороны и оставить его на Аллах. Вот вы сами лучше знаете. Если у вас было намерение, у вас есть развод, если нет, не было намерения, вы сами знаете, ведь самого себя не обманешь. Аллах знает твое намерение. Не мне с твоей женой, а тебе жить с твоей женой, например, мужу говорим мы. Бойся Аллаха и не мучай себя и ее, и определись в своем намерении. Поэтому многие хотят от нас, чтобы мы сказали, что нет развода, если не было намерения. Они ведь, выйдя к своим родственникам, дядям, к матерям, они скажут, нам через сказали, что нет развода, а они же не скажут, что на самом деле, как было вынесено решение. Поэтому сохранить себя от подобных моментов, что люди на нас вину ставят, да? Мы говорим в косвенных разводах, что я не знаю, вот тебе правильная сторона и какая сторона. Вот если ты знаешь, что ты говоря эти слова во время высказывания этих слов, не до высказывания, не после высказывания. Почему я после говорю? Потому что после высказывания уже поздно. Он сожалеет, она сожалеет, потому что шайтан очень сильно работает, иблис работает. И они сами потом сожалеют, как вода стихает, и все стихает, и все. Но это уже поздно будет. Если было сказано для развода, надо это знать мужьям, и надо бояться Аллаха. Единственное, если муж поклянется перед имамом именем Аллаха, я клянусь Аллахом, именем Аллаха, что у него не было намерения, я не ему, а его клятве обязан поверить. И вынести решение, что у него в косвенном роде не получился развод. Мухаммад Хаджи, ну, в принципе, вот здесь мой муж сказал мне, ты мне не жена. Это считается разводом здесь? Мы ответили уже. Он, наверное, хотел сказать, что вы супер жена, будем надеяться. Скажите, пожалуйста, все-таки, коль скоро вот дошло до того, чтобы ситуация, когда люди, распадается брак, насколько важно, чтобы и для мужчины, и, я думаю, особенно для женщины, учитывая то, что вот видишь, проходит время, начинается вот этот разбор.
она замужем или не замужем, там к имаму ходят, к людям ходят, к третьим лицам ходят. Вот насколько вот этот момент все-таки, вот, чтобы было понятно, у них семья есть или нет, чтобы вот эти слова были, кто это должен выяснять, или они сами должны это делать? Например, отец, когда дочка приходит домой с детьми или без, он обязан позвонить к этому мужу или отцу этих детей и сказать: уважаемый, вот моя дочка, почему у меня дома, почему она не у тебя дома? Ты не дал развод, не дал развод. Во многих случаях у нас бывает, что отцы приходят или кого-то отправляют на магар своей дочери, которая была замужем, сами не знают, развод есть, нету, усылают на какое-то время. Никакое время не помеха для развода, пока муж не скажет слова разводные, словесно, как он сказал: принимаю ее в жены, я принял ее в жены, да? Это тоже слова, но не такие же, а слова разводные должны быть сказаны. Это отец обязан разузнать правильность развода его дочери, которую он дома у себя приютил. Его первостепенная обязанность. Или же она, или сам муж скажет ее родне, что он дал развод 1 или 2. Но все-таки я хорошо, что вспомнил, не спешите. При любом раскладе вот один развод хотя бы. К нам приходят, мы уже на последний вдох, якобы, что разводиться хотим. Мы предлагаем только 1 развод. Даже иногда мы подсказываем слова косвенного развода без намерения сказать, чтобы развод ни один не получился. И обе стороны стихают, и у них и семья сохраняется, и споры прекращаются. Может, этот случай должен был случиться, чтобы они взяли урок последующей жизни от этого? Ну, дай Аллах, чтобы именно так и было, чтобы, уважаемые друзья, уважаемые телезрители, время нашего эфира пролетело вообще вот в 1 миг буквально. Ну, на самом деле, к сожалению великому, это имеет место быть. Ну, коль скоро Всевышний так создал этот мир, значит, какие-то мудрости в этом есть. Дай Аллах, чтобы мы извлекли пользу из услышанного, и не торопитесь, друзья мои, не торопитесь. И еще раз хочу обратить внимание на то, что было сказано Мухаммадом Хаджи. Изучайте этот вопрос, чтобы у вас потом не возникала масса там домыслов, еще каких-то советчиков и всех остальных. Изучайте, а раз уже до этого дошло, обратитесь сначала к ученым-богословам, прежде чем какой-то вообще шаг сделать. И да предпишет Всевышний лучшее. Я благодарю Мухаммада Хаджи. У нас завтра с 18 до 18:30 также будет эфир. Поэтому отправляйте свои вопросы, задавайте темы. Мы постараемся ответить на них. А пока, ассаламу алейкум ва рахматуллах. Ассаламу алейкум, уважаемые телезрители. Онлайн-диалог на канале ННТ. Ну вот, как и начинали с понедельника по пятницу, мы обсуждаем в течение всей этой недели бракоразводные процессы. Гость в нашей студии в течение всей недели Курбандибиров Мухаммад Исубович, заместитель муфтия Центральной джума мечети города Махачкала и человек, который уполномочен муфтиятом Республики Дагестан заниматься именно вопросами бракоразводными процессами. Мы затронули вопросы, касающиеся прямого развода вчера во время эфира, и отчасти коснулись вопросов косвенного развода. Вот давайте мы немножечко напомним, что такое косвенный развод, и когда и как он получается. Об этом уже, наверное, будем говорить в ходе эфира. А нашим телезрителям я предложу присоединиться к нашему разговору посредством СМС-сообщений на номер телефона 8 928 571 7373. Он высвечен внизу ваших голубых экранов, и мы постараемся их прокомментировать в течение эфира. Мухаммад Хаджи, косвенный развод. Различие косвенного развода, мы, хотя вчера говорили, это сегодня вступление сделаем с этого момента. Это когда двузначные слова развода, которые могут быть использованы для развода и для других моментов, рассматривается намерение мужа, четкое ясное намерение мужа при этих высказываниях следующих слов. Это, в первую очередь, что в наши дни больше всего используют все для развода, большинство, можно сказать, это ты мне не жена, ты мне харам, другим халал, можешь выйти замуж, потом вступай в срок идда, собирай вещи, уходи к родителям,
ты мне как жена не нужна, там, между нами все кончено. Вот. Эти все слова и подобные ей, другие слова, они являются косвенного характера слова, потому что там может быть иной, другой смысл тоже содержаться. И из-за этого здесь рассматривается намерение мужа во время высказывания этих разводных слов, намерение мужа на развод. То есть намерение тоже мы говорили, это его мысленное такое вот мысленное состояние, что он знает, что эти слова он для развода говорит. Это муж сам знает. И ни жена, ни другие люди это не знают, это он сам должен может сказать, что это он говорил для развода. Я правильно понимаю, что в этом случае, когда человек говорит, ты мне не жена, я с тобой развожусь, это уже отдельно. Ты мне не жена, между нами все кончено, иди домой. Когда люди, ну скажем так, у людей уже отношения портятся, они, ну тем более, когда это говорится в состоянии гнева и так далее, там, как правило, ну какие смыслы можно этому придать, кроме развода? Это может быть как угроза рассматриваться, что ли? Или вот что, когда мы говорим, чтобы человек, понимаете, опять-таки тот, который хочет сохранить семью, чтобы у него получилось сохранить эту семью. Я для этого это спрашиваю. Допустим, когда человек говорит, между нами все кончено, давай уходи, все, понятно, что он где-то подсознательно понимает, что это, скорее всего, может привести к разводу. Или он должен точно быть уверен всем сердцем, что он вот сейчас это говорит, вот именно для того, чтобы развестись с ней. Вот последнее, что вы сказали, вот это есть намерение. А здесь, вот, когда человек понимает, что это может привести к разводу, но он это говорит, ну, как угрозу, ты меня достала, иди, все, между нами все кончено. Ну, и он понимает, что может быть, он сказал слова развода. Нет, может быть, вроде бы, кажется, оказывает, нет, это не пройдет. Нам нужно в шариате не на обоснованных этих смыслах шариатское решение не берется. Шариатское решение берется только на четко ясных моментах. То есть муж должен определиться, для чего он эти слова говорил. Вот и это есть место намерения. Мы здесь говорим о таких важных моментах вот, в данный момент. Потому что то, что мы говорили, прямого слова развода, мало кто их говорит. Да, и говорят тоже. Но вот здесь, если муж заранее знает, заведомо знает, что он эти слова говорит, и без намерения скажет, и чтобы развод не получился, тогда этого мужа надо оправдать, что он заранее заведомо знал, что он этими словами развод не получился. Потому что он это без намерения говорил, и чтобы там успокоить жену, бывает, мало ли что, другой бывает. Но когда муж говорит эти слова, других слов даже он и не знает, а именно для развода эти слова говорит, цель этих слов – развод. Это и есть намерение. Ну а как вот вы выясняете это? Опять-таки к Тогда вам приходит... у нас только один выход есть. Мы объясняем мужу обе стороны, мы говорим, уважаемый муж, бойтесь Аллаха, и вам виднее, для чего вы эти слова говорили. Если вы знаете в душе, что вы эти слова говорили для развода, тогда надо смириться с тем, что вы дали своей жене развод, и вы уже не муж и жена. Или же он, пускай даст клятву этот муж именем Аллаха, что он не намеревался на развод, только этот выход остается. Мухаммад Хаджи, ну хорошо, у нас достаточно часто бывает следующая вещь, опять-таки это уже, я говорю из того, что я видел, собственный какой-то опыт общения с людьми и так далее. Человек говорит, я не помню, да, я был зол, я что-то сказал. Слова «я развожусь», он не помнит, он говорил так, говорил. Или, может быть, он сказал «ты мне не жена». И даже не помнит, с каким намерением говорил, косвенное или прямое, там уже... Они в пылу, скажем так, этой горячки, ну, что они говорили, не помнят. Вроде и как бы разбежались, да, и не живут. Или она обиженная ушла там и так далее. Даже, условно говоря, порой люди даже через неделю не могут вспомнить, что он там сгоряча, что он ляпнул. Тогда это, можно сказать, это состояние, вот, невменяемое состояние мужа. То есть он может быть пьяный, он может настолько вышел из себя вот, во время злости,
вышел из себя человек, да. Мы не говорим сейчас злость, которая подконтрольная злость, мы про это не говорим. Мы говорим, когда человек не различает, перед ним находится его жена или мать или животное, да, он абсолютно вышел из себя. То есть он не знает, что говорит, и не знает, что сказал, а вокруг его люди, которые знают, ты же это, он сказал, я не сказал, говорит он. Ага. Это мы исключение сейчас не говорим. То, что вот сейчас вы говорите, если муж говорит, что я не знаю, что я говорил, тогда... Он не помнит. Тогда те, кто слышал его слова. Ну, а Тогда нужно жена свидетели. тоже сомневается. Они вдвоем были. Дальше что? Тогда тоже решение не выносится о разводе, поскольку неизвестны слова, сказанные. Должны быть четко сказанные слова мужем в адрес жены, и пока они не определятся в словах разводных мужа в адрес жены, решение имам не вынесет, потому что нету почвы для вынесения решения. Сами для себя, они как, вот понятие, это же немножечко тяготить начинает человека, а вдруг я сказал слово развода, а вдруг это уже как бы чужой человек. На этом решение не выносится. Это то есть это вас не должно привести нет, тоже, так? Я правильно понимаю? Тогда мы говорим, что у вас развод нет, потому что у них нет слов развода, и даже если они есть, не знают они. Их развести тоже фетва нету, потому что сказанных слов не знаем. Сами тоже не знают. На этом мы решение вынести не можем о разводе. Понятно. У меня просьба к нашим телезрителям. Пожалуйста, не звоните. Пожалуйста, отправляйте смс-сообщения в WhatsApp, либо обычные смс-сообщения на номер телефона, который указан у вас в нижнем правом углу. Звуковые звонки я не могу принимать, поэтому это невозможно, уважаемые телезрители. Когда вы говорили о невменяемости, опять-таки, довольно часто можно услышать, он это сказал с пьяну, с дуру, скажем так, он не соображал, что он говорит. И здесь это как бы это фактор, усугубляющий вину, или это как бы облегчающий вину? Как теперь это расценивать? В какой-то мере это его состояние опьянения, скажем, давайте сегодня остановимся на опьянении, да, в пьяном состоянии мужа, поскольку мало сегодня у нас разводов, очень мало разводов, тогда, когда вышел из себя из-за злости, не знает, что он говорил, что не делал, да, мало таких. Но есть много случаев по пьянке, которую он сказал. Вот здесь мы говорили о однозначном прямом разводе, мы сказали о косвенном разводе. И давайте сейчас затронем тему пьянившего человека, мужа. Вот не всякий, кто выпил, он еще не опьянился. Пока человек знает свое поведение, свои слова, что жена, муж, он знает, но он пьяный, еще не опьянился. То есть выпил спиртное. Сознание, да, сознание есть, даже он выпивший. Захмелевший, понятно. Да. Вот первоначальные стадии опьянения. Вот в этом случае его сказанные слова, косвенного развода, в пьяном, еще не опьянился, до опьянения, тоже он знает намерение, надо его самого спросить. Да? А если он уж опьянился, не различает, что он говорит, и утром жена ему говорит: уважаемый, ты мне вот это сказал, я собираю вещи, ухожу. Да? А он говорит: я не знаю. Тогда в косвенном разводе: ты мне не жена, собирай вещи, уходи. Если эти слова были сказаны, и он не знает из-за опьянения, тогда вынес решение какое? Следующее, что у пьяного человека намерения даже не бывает. А в косвенном разводе рассматривается намерение. А откуда мы возьмем намерение, если он сам не знал, что говорил? А если он слова прямого текста сказал? Мы же сказали, что в какой-то мере это смягчающий приговор в пьяном состоянии, когда косвенные слова. А уже если он скажет даже в опьяненном виде, прямые слова: я с тобой развожусь, я даю тебе развод, я с тобой развелся. Эти слова даже в пьяном состоянии будут разводными, и даже без намерения, потому что в этих словах и так намерение не рассматривалось. Потому что его умышленное опьянение означает о умышленно высказанных словах. Так выносится решение.
Ой, не знаю, хорошо. Ну, когда мы говорим о косвенном, скажем так, о косвенных словах, да, человек, который выпивает, и я не хочу обобщать, да, ну, скажем так, жена тоже хорошо знает хал своего мужа, да. Если он немножечко манипулирует и говорит, я не помню, что я это говорил, а жена если бы он, понимаете, если бы он такой, скажем, очень богобоязливый человек был бы, он бы в мечеть приходил бы и этого не позволил бы, наверное, да. Ну, есть, которые достаточно регулярно это делают, постоянно. И здесь он, чтобы уже как, понимая последствия этого, он начинает говорить, я не помню, там, так далее. И вот что делать? Женщина, бывает же достаточно, опять-таки, вы тоже видите, женщина и в платке, она очень такая богобоязливая и так далее. Она знает и своего мужа, она знает, что он делает, как он делает, в каком он состоянии сказал тоже. А этот теперь, нет, я не помню. И что теперь делать? Эта женщина же понимает, что это чужой человек по факту уже на всю оставшуюся жизнь. Смотрите, шариат настолько четко, ясно все разъяснил, тогда тоже этого мужа, чтобы вынести решение, чтобы проверить его слову, жена пускай знает своего мужа, да, но имам, шариатский судья, который выносит решение о разводе или не разводе, он заставит его поклясться именем Аллаха, что он не помнит, что он говорил. То есть все-таки Все это равно, надо. все равно. Если он поклянется перед имамом, калдыем, что он не знает, что он говорил, тогда калдый что останется? Поверить клятве он обязан. То есть не ему, а клятве. Да. Тогда тоже жене оставаться его женой. И здесь Поскольку эта женщина, в хукм принципе, не выносит. она сама под грех тоже не попадает. Не попадет. А если он, зная, что ложно поклялся, это уже на его совести, и перед Аллахом он в ответе, но не она. Со всеми вытекающими последствиями, независимо от того, будет у них близость, ну, она... Во всех пониманиях, во всех пониманиях супружеской жизни, да. Это он в ответе тогда. Все понятно. Ой, не дай Аллах, конечно, чтобы попадали люди в такую ситуацию, и мы искренне не желаем этого всего, но люди должны понимать, насколько тяжелые эти слова, связанные с разводом, и они очень, на самом деле, как и вчера в предыдущих передачах, мы эти передачи ведем для чего, Мухаммад Расул? Для того, чтобы вооружить наших мужей, чтобы они были осведомлены, чтобы они не попали в эти ямы. Да? Мы, как и говорили, наша цель не разводить людей, а чтобы защитить их, уберечь людей от подобных случаев, чтобы разводов не было. Салам алейкум. Какие должны быть причины для развода и какие причины для женщины, чтобы она требовала развод? Те же самые, это наша первая передача, которую мы уже со вторника начали. И только отсутствие обеспечения со стороны мужа жильем, пропитанием, сезонной одеждой. То есть это, в принципе, факт, который... Дает жене право прийти к имаму на развод. А тогда уже действия имама тоже мы сказали, временные трудности рассматриваются? Какие? Временные трудности. Разницы нет. Хорошо, человек обеспечивает полностью жену, никаких проблем, но он конченый наркоман или алкоголик, который избивает или до скотского состояния себя доводит, и при этом... Вот здесь тоже надо отделить его личные грехи между ними и Аллахом. Жены эти вопросы не касаются, потому что в Коране ведь аят есть, что грехи одного человека не будут пасться на другого человека. Единственное, что вот вы затронули вопрос о избиении, да, рукоприкладства. Когда это сказывается это тоже вот, сейчас отдел ФЕТФ над этим вопросом они работают. И есть определенные моменты в определенных высказываниях имамов, что неоправданное избиение тоже в какой-то мере дает право жене прийти к имаму. И имама тоже вот здесь есть в целях сохранения брака. Жена может перед имамом требовать у мужа сказать, чтобы муж сказал, что если не по шариату, не по ее вине, да, если он ударит, то это будет разводом. То есть связать развод с его избиением. Получается, что как только он начнет, уже получается развод. Чтобы сохранить семью, вот
связать с этим развод тоже есть моменты, чтобы и ее права защитить. И он что тоже знал, что если он ударит не по праву, тогда будет развод. Получается, и семья сохраняется, и рукоприкладство исключается. Понятно. Скажите, пожалуйста, должен ли муж воспитывать детей, или муж должен только необходимым обеспечивать семью и все? Хорошо ли, когда дети сутками бывают с матерью, а отца видят только спящим или с телефоном в руках? Ну, конечно, это сегодняшняя наша обеденная тема, она, можно сказать, даже вот не меньше, чем наша сегодняшняя тема актуальна. Воспитание, то дальнейшее его обеспечение, лечить, обязательное образование – это все отцовские обязательства. Но в других книгах тоже есть «Аннафакату минель абби, ваттарбияту минель умми» есть так общее правило. Аннафака – обеспечение, жилье, пропитание, одежда, лечение, обязательные знания, честь, достоинство, что отец должен дать, воспитание сына, вот, мужское воспитание, дочери, женское воспитание, все это, конечно, от отца не спадает. Но поскольку мама, она воспитание, от тарбия, это тоже нам известное слово, да, от матери, оно в большинстве случаев так оно бывает. Но мы ведь из жизни самого посланника Аллаха знаем, что тогда же отдавали детей на кормление, на вот, более такие вот отдаленным, да, вот, воспитательницам, матерям, кормилицам. Но у нас такое не практикуется. Но все-таки отец ответственен, да, за воспитание. Да. Мухаммад Хаджи, скажите, пожалуйста, опять-таки, достаточно распространенный вопрос, который задают люди, касающийся развода. Слова развода были произнесены в период, когда женщина была беременна. Либо когда она была в период менструального цикла. То есть в этот момент слова, сказанные, слова развода или косвенного развода, они имеют какую-то силу или какой-то вес. Учитывая то, что у нас буквально там 4 минуты осталось, я вас даже перебивать не перебивать. Что касается сказанных слов, прямого или косвенного, они свою силу сохраняют в любом случае. И если развод на самом деле получился, даже если были однозначного прямого развода слова сказаны, или же косвенного характера слова, кинает слова были сказаны с намерением, даже если жена беременна, да, тогда порицается карахат давать жене состояние беременности развод. То есть это и так нехорошее дело, а еще добавляет себе, а если уж он дал, это уже карахат будет, развод считается. Да. Ни беременность, ни менструальный цикл жены, не преграда, не помеха для развода. Что однозначно, чтобы знали, много сегодня спрашивают. И вот, к сожалению, у нас есть люди, которые дают подобные фетвы, что не получается развод в этих обеих ситуациях, к сожалению, чтобы их не слушались. Но если муж даст развод, и развод получился в менструальном цикле, тогда муж в грех попадает. Это ему харам было давать. Ох. Но сам развод получается. Развод получается однозначно. Вот, силу однозначного развода, алякун сариха, и косвенного алякун кинаята, все-таки в обеих случаях сохраняется. А там просто муж на себя берет иной грех, давая развод в подобных обеих ситуациях. Понятно. Человек в отъезде, этот, в принципе, вопрос я задавал во время первого нашего эфира, но, опять-таки, достаточно распространенная вещь. Человек на связь не выходит, его найти не могут и так далее. Женщина много лет не видела мужчину, как бы слова развода не звучали, и не знает, как выйти на связь тоже. Вот что делать? В нашей мазхабе, чтобы, когда муж потерялся, без вести пропал муж, да? В этом случае у нас есть галибуль умри. Большинство жизни 30-35 лет, если пропал, тогда имам может дать ей право на развод или сам разводить. Но учитывая, что мы в наше время этот вопрос у нас актуален, по другим мазхабам тоже мы вот, с отдел фетвам все вопросы разбираем, и вот минимум 5 лет по одному мазхабу, что если муж потерялся, и никаких вестей от него, ни жив, ни мертв, ни духу, ни слуху со стороны мужа нет, ни родители, ни сама жена, ни родственники, ни сельчане не знают о его местоположении, тогда тоже жена получит право на
фасх, да, на развод. И со дня развода, что муж без вести пропал, срок идда тоже ей будет 3 месяца 10 дней, потом она может выйти замуж. Понятно. Но во всех, вот первое, если есть связь с мужем, да, смогли наладить, или отправить ему извещение о том, что вот так жена пришла к имаму с требованием развода, это уже бракоразводный процесс, имам обязан связаться с мужем, не сказав мужу в одностороннем порядке жене развод никто, никакой имам не даст. Это нет такого права у имамов. Ну, Мухаммад Хаджи, у нас одно из СМС-сообщений. Спасибо вам за передачу. Я надеюсь, что эта передача стала причиной того, что сохранить семью, и чтобы эти знания стали преградой для того, чтобы совершить какой-то опрометчивый поступок. Я благодарю нашего сегодняшнего гостя. Смотрите нас в течение всей недели до пятницы. Всего самого наилучшего. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум, уважаемые телезрители. Онлайн-диалог на канале «Наше национальное телевидение». Прямой эфир. С вами ведущий Магомед Расул Абакаров. И мы уже 4-й день подряд вместе с нашим гостем в студии Курбандибировым Мухаммадом Исубовичем, заместителем имама Центральной джума мечети города Махачкалы, а также уполномоченным муфтията Республики Дагестан по бракоразводным процессам, говорим именно вот на эту тему – брак и развод. К сожалению, великому такое случается в нашей жизни, и чтобы понимать вообще, как делать, как весь этот процесс проходит, учитывая, насколько эта тема актуальна и насколько в этих вопросах мы не разбираемся. Именно поэтому мы решили посвятить эту неделю вот вопросам бракоразводного процесса. Итак, Мухаммад Хаджи, слова прямого развода в принципе разобрали, косвенный тоже отчасти разобрали. Теперь вчера мы немножечко коснулись вопросов, когда человек связывает развод с тем или иным действием. Это вообще что такое? Это к какой форме развода относится и как это вообще работает, скажем так? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته всем телезрителям, всем, кто нас слушает, слышит. В начале же, как и каждая передача, мы бы хотели бы сказать следующее, что все эти передачи, они адресованы для того, чтобы осведомить наших уважаемых мужей или жен, и чтобы в целях укрепления семейных уз, чтобы вооружились этими знаниями, чтобы у них разводов не было. У нас цель такова. И связывание развода, это в арабском терминологии называется в фикх-книгах, это та'лику таляк, то есть связывание развода с тем или иным действием или же словом, даже если это действие, которое он связывает с этим действием развод, даже это необычайное дело, не предвиденное такое, чтобы не бывалое дело, даже если будет. Если солнце упадет на землю, вот, подобное, даже и это случилось, и он связал с разводом, с этим действием развод, тогда, когда это дело окажется, то есть случится, осуществляется развод. Но вот здесь надо знать все те моменты, которые были прямого развода, какими словами он связал. Если прямым разводом, однозначным разводом связал, тогда без намерения то действие рассматривается. Здесь тоже киная то же самое, связывание развода. И в большинстве случаев бывает так, что муж в качестве запрета ограничивает жену в действиях, если ты без моего ведома, разрешения выйдешь. Например, бывает, когда каждым разом, когда жена по разрешению мужа идет к маме, и по возвращению жены в дом мужа, там начинаются скандалы, да? Вот в этом случае муж, наверное, прибегает к этим ограничительным моментам и говорит жене, если в следующий раз без моего ведома за порог дома, или выйдешь, или там в наше время вот это, например, наши телефонные аккаунты, Инстаграм, WhatsApp, или общение иное в соцсетях, вот, или же то, что его телефон на нас заглянет. Любое действие, которое муж связал с этим действием, и это действие жена умышленно, зная, что если это действие, запрещенное мужем и связанное с этим действием развод, тогда будет развод. Но там тоже другой момент есть.
Вы не случайно, я так понимаю, подчеркиваете, что умышленно зная. Да. То есть, условно говоря, у нас болезнь нашего времени. Даже я не скажу к тому, чтобы маме пошла она. Жена заглядывает в телефон, и муж сказал: если ты дотронешься до моего телефона еще раз, дотронешься, я сейчас говорю, то считай, что ты разведена. Мгм. Вот в данном случае, как это, вот последствия этого какие? Вот здесь каждое слово мужа имеет свой вес и значение. Раз он определил или связал с дотрагиванием даже к телефону, да? Да. Вот и она дотронулась, и она знала, что ее дотрагивание к этому телефону приводит к разводу, и она дотронулась, даже если в шутку, но не по забывчивости, умышленно зная. А если просто убирала и переставила, Вот условно это уже говоря? другой момент. Поэтому мы говорим, каждое слово, каждое действие в связанном разводе имеет свое место, надо прийти к разъяснению, да, а сразу так вслепую не выносить решения, не спешить с решениями. Поэтому то, что сейчас вы последнее затронули, мы не говорим для того, чтобы это стало какими-то путями искать, да, или пути искать. Если есть на то, это мы говорим шариатское решение, но не ищем пути, да? Если там есть путь, что она убирала и не знала, и в мыслях не было, тогда, конечно, развода не будет. Но в большинстве случаев у нас что бывает? У нас бывает то, что она знает, что муж связал развод с этим действием, и она или выходит из дома, или же без согласия мужа, зная умышленно это делает, и потом скрывает, что я этого не делала. Это тоже ничего не даст. А теперь что делать? Опять-таки, мужу что делать? Или это? Но она говорит, я позабочилась. С того дня, как жена призналась, что она вот это действие совершила, с того дня уже мужу будет уже запретно. А если она скрывала это, тогда мужу греха не будет, ей самой грех будет. Хорошо, понятно. Теперь следующая вещь. Предположим, муж сказал: ситуация, если ты выйдешь за порог этого дома без моего ведома, считай, что ты разведена, условно говоря. Ругались они, условно говоря, да? Потом он передумал, хорошо, это самое. Она говорит, как, без твоего ведома, я до тебя дозвониться не могу, мне надо выйти, там, так далее, и так далее, что делать? Он говорит, через час помирились, условно говоря, чай попили, уже все, сидят, смеются, и он говорит, хорошо, я, в принципе, она говорит, на самом деле это же нелепо, без твоего ведома, понятно, что я тебе предупрежу при необходимости, но вдруг получится, что так, мне надо выйти, а теперь я до тебя дозвониться. Он говорит, хорошо, я передумал, на самом деле что-то я погорячился. И теперь что? Вот здесь надо мужьям тоже знать, контролировать, да, вот свое слово, которое он говорит, лучше ограничить во времени вот свои запреты. Если они обобщенно, не ограничивая во времени, вот такой запрет муж поставил, вот в течение недели, если выйдешь без моего согласия. Неделя пройдет, все, уже срок закончился, потом уже она будет выходить без его ведома, да? Хотя по шариату, хотя мы такие, даже если муж не поставил жене запрет, да, и связал это действие с разводом, имеет ли право жена без согласия мужа выйти, тоже вопрос. Все равно же остается. Это понятно. Если муж не ограничил во времени, тогда это остается, пока они муж и жена, оно остается в силе. И всякий раз, когда она, зная умышленно, если выйдет, и тогда в этих словах муж не определил, сколько разводов будет. Он количество разводов не сказал. Он сказал, будет развод, да, или будешь разведена, или считай, что это будет разводом. Тогда это приводится к одному разводу. Если он не сказал количество разводов, которых будет, если она сделает. И в наше время многие тоже путаются. Муж говорит, если ты выйдешь без моего согласия или что-то сделаешь, то я дам тебе развод. Но это будущее время. Может быть, дам, а может и не дам. Вот. Как раз таки вот это надо понимать. Если муж сказал, что я дам, разведусь с тобой,
то это ничего не даст, с ее действием развод не даст. Захочет, муж даст, захочет, не захочет, не даст. Ага. Вот эти разницы, Ну, которые хотя мы бы говорим. пускай за своими словами следят. Ну, пускай за своими Однозначно. словами. Добрый вечер. Я слышала, что вот муж и жена развелись, и если захотят помириться, то есть такой путь. Кто-то из старших берет на себя этот грех, и вот так они могут помириться. Есть ли такой путь? Я Наведу билля, раз. конечно, вопрос очень такой тяжкий. И такого греха на себя брать, конечно, никто не будет. Даже если кто-то возьмет, это никакого веса, и вот ссылаться на это слово никому нельзя, и такого нет в шариате. Есть определенные другие 5 условий, которых при только соблюдении этих 5 условий после развода с мужем, чтобы она вернулась к первому мужу, только при соблюдении этих 5 условий, конечно, это очень трудные условия, об этих тоже у нас условиях другая отдельная тема будет, иншаллах. Мухаммад Хаджи, скажите, пожалуйста, мы вообще бывает, что человек уполномачивает взять в жены, да? Ну, как правило, вы как имам видите людей, которые пришли либо со стороны жениха, но жених сейчас уже в принципе приходит. Раньше это была такая практика, уполномачивали либо своего отца, ну, а со стороны невесты однозначно бывает, как правило, отец. Существует ли такая практика, что уполномачивает дать развод в случае чего? Да? Человек уезжает, скажет, если что, я тебе... И насколько это вообще... В каких случаях это вообще необходимо бывает? Я не знаю. Да, то же самое, это тоже имеет в исламе или шариате место этому. И муж может уполномочить. 2 варианта есть уполномачивания. Он может уполномочить, сам сперва развод дает своей жене, и потом уполномачивает человека довести этот развод до его жены. Довести этот развод до жены. В этом случае, в тот момент, когда тот уполномоченный человек или уполномоченное лицо доведет до жены, с того момента она будет разведена. Это один вариант. А сам развод не дал, и уполномачивает другое лицо из близких родственников, отца или кого угодно, соседей или друзей, коллег, уполномачивает другое лицо, чтобы он дал развод его жене определенными словами, или же прямым, или косвенным видом. И то же самое, и этот уполномоченный человек скажет: я по уполномочению твоего мужа даю тебе 1, 2, 3, или сколько бы ни было, или прямых, или косвенных, это как передаст сам муж. Но уполномоченному лицу нельзя передать только те слова, которые передал муж. Если муж передал косвенного характера слова, а уполномоченное лицо передал прямого смысла слова, тогда будет это его слова недействительными, потому что муж передал косвенного характера слова. Вот это надо соблюдение каждого слова, сказанного мужем. Муж уполномачивает, чтобы этот человек дал развод. Да. Или он говорит: я слова развода сказал, я развожусь. Он, допустим, не хочет, он с этой женщиной разговаривать по тем или иным причинам. Скажи, что я развелся с ней, она мне не жена. В этом случае, да, это как бы рассматривать. Или как? Или он уполномачивает, чтобы ты сказал. Смысл я не вот совсем тогда, понимаю. Тогда, когда муж сперва сам развод дал, и потом уполномачивает другое лицо передать о том, что я развод дал. С того момента, как муж сам развод дал, будет развод. Не с того момента, как жена узнала от уполномоченного лица, а с того момента, как муж дал развод сам сперва, потом уполномачивает донести это сведение или этот хабар, известие к жене. С того момента, как сам муж дал, будет развод. А тогда, когда муж сам развод не дает, уполномачивает другое лицо, чтобы он перед ней дал развод, тогда с того момента, как он перед ней скажет, тогда с того момента будет развод. Понятно. Если муж дал обещание, вопрос из Инстаграма, с условием: если не выполню в течение 3 месяцев данное обещание, значит мы разведены, считается ли развод? Если это обещание было сделано и как бы связано с тем, что при отсутствии выполнения этого договора во время заключения никаха, если это было,
и оговорено с тем, что связано, если не будет развод, тогда да, имеет силу такой договор при заключении никаха. Если нет, просто они между собой договорились, и во время, или между собой они не договорились об этом, просто человеческое слово дали, тогда это к разводу никакого отношения не имеет, а останется на совести и чести достоинстве самого мужа. А если муж сказал, ты мне не жена, является ли это разводом? Ну, это косвенного характера слова, и при наличии четкого ясного намерения на развод, во время высказывания этих слов «ты мне не жена», тогда будет один развод. Муж живет с другой семьей, периодически приходит. Нужно ли спрашивать разрешение на выход из дома? Если есть место тому, что муж сказал или запретил ей, даже не связав с разводом тот или иной выход жены за пределы дома, то, конечно, это имеет место послушание в дозволенном мужу, в этом месте удовольствие Всевышнего Аллаха и воздаяние. А если уж муж повелевает или требует от жены запретное в шариате, и это ведет к ослушанию Создателя Творца, то в этом случае она лучше будет послушаться Всевышнему и не ослушаться Всевышнему, как бы послушание созданного. Да? Общее такое правило есть. Ну, там уже общие правила ясны. Если муж не проживает с женой и с ребенком более года и не общается, и не обеспечивает, и не дает развод, как быть? В таком случае явиться к имаму, местному имаму, и тот необеспечение, отсутствие обеспечения, это дает ей право. Если есть другая семья у мужа, тогда тоже вот отсутствие справедливости в проведении ночей, тоже право жены, если она вторая или третья жена, то она тоже на это имеет право. Я почему этот момент подчеркиваю? В наше время, можно сказать, для нас, мужчин или для мусульман, да, вот это, можно сказать, есть такая тенденция, имамы это знают, но, к сожалению, для вот, жен, которые никак не могут смириться, да, с многоженством, но все-таки, если есть такая ситуация, что жена ущемлена в ее правах или же в обеспечении жильем, пропитанием, сезонной одеждой. Когда мы говорим сезонная одежда, это не означает 4 сезона, как у нас, да? Это 2 сезона, зимой зимний, летом летний. То есть осень-зима – это 6 месяцев один сезон, весна с летом 6 месяцев другой сезон. Это есть обязанности мужа. И если у него 2 семьи, 2 жены, тогда и справедливое вот, распределение ночей тоже обязанность мужа. И если это нарушается, тогда тоже имеет жена вот, прийти к имаму и потребовать восстановить свои права по шариату. Скажите, пожалуйста, следующую вещь. Видимо, все-таки тоже достаточно распространенное явление, когда муж взял жену уже, да, он женился, скрыв от нее то, что у него есть на стороне, ну, что у него есть брак уже, либо до этого 1, 2 или 3, ну, условно говоря, да. А женщина выходит за этого человека, думая, что она единственная жена, и потом через время выясняется, что это оказывается не совсем так. Является ли это причиной того, что она может как бы задавать, не то что задавать вопросы, вопросы-то она и так по умолчанию будет задавать, инициировать вообще развод и так далее? Ну, вот здесь то же самое заключается все в договорах. Во время заключения никаха, если она оговорила и поставила ребром вопрос, что если окажется другая жена, да, с этого момента, как и она узнает, что он тоже дал такое слово, связал с этим, то да. Если просто между ними такое было, и она не оговаривала, и просто он ее обманул, и высказал ей ложь, и это оказалось ложью, всего лишь это тоже будет на совести мужа. И в этом плане она уже является сейчас ему женой, хотя муж нарушил слово, это на его чистой совести будет мужа, но и никак к разводному отношению не имеет. Но если она... Ну, кто об этом будет думать? Это эйфория бывает, скажем так, да, досвадебная, когда шоколадно-конфетный период, условно говоря, да, и она даже не думает о том, что этот человек, ну, может скрывать этот момент.
А потом бах, и это, естественно, становится перед фактом. И теперь уже деваться некуда. Даже если так, и в это время, в этот момент муж и обеспечивает, и приходит, и справедлив к обеим семьям своим, то в этом случае она не имеет права требовать развод. А с того момента, как он начнет уже нарушать и ее права по шариату, она может прийти к имаму. Но это не означает, что она не имеет права у самого мужа требовать. Да, пускай не требует. Местный имам не берет ответственность на себя на развод, и мы проживаем в разных городах с мужем. И, наверное, это тоже есть в наше время. Не все имамы берут на себя такое, но имеется в виду районный имам или городской имам, пока, по крайней мере, которых мы знаем, они берут на себя и на местах решают вопросы. Этот же человек говорит, есть несколько жен и семей. Я несколько не знаю, но больше 4 не имеет права человек как бы брать. Правильно же? Так, муж сказал жене, если наберешь более 70 килограмм, я тебя отправлю к родителям. Считается ли это разводом? То же самое отправлю. Это в будущем. Ну, к родителям отправлю, может, он Это за хлебом просто отправит он ее как-то устрашает, да, вот, он пугает ее, но это не развод. Это не связывание. Даже если это связывание, это как бы удержающий фактор, да, вот, или как метод для жены, и это в будущем связано, это не будет. Срока нету, и связывания не будет. Это, потому что если он скажет, и она наберет какие-то цифры веса, и с этого момента это будет разводом, тогда да. Вообще, этой причиной, ну, как бы рассматривается эта причина. Ну, если человек в шутку раз сказал, муж связал с этим действием, мы же ведь в начале передачи определили, даже если это небывалое, все равно это считается, каждое слово имеет свое место и вес. то есть даже если в шутку сказал, смотри, если ты у меня поправишься, я с тобой разведусь. Разведусь не то. Он просто пугает ее. То есть считает, что это будет даже разводом. если считаешь, что я с тобой развелся, уже имеет значение. Вот, уже имеет значение. Если поправишься, Ну я да, с тобой развелся. И определил цифры, да, вот, ее веса. А если не определил, она просто поправилась. Ну, то тогда тогда рассматривается обычно, какая считается, урф означает. Ой, ребят, я почему это, вот я сейчас вредничаю, я для чего это делаю? Чтобы вы понимали, насколько это вот черта, за которую лучше просто не выходить, друзья мои. То есть будьте очень аккуратны в словах, особенно то, что касается слова развода. Но на самом деле, Мухаммад Хаджи, учитывая то, что развод это не самое хорошее дело, и зная страсть некоторых женщин к тому, чтобы в руки, в боки, и говорят, дай мне развод, если ты мужчина, да? То есть там подначивать всячески. Он тоже как мужчина, некоторые сразу 1000 дают, а некоторые говорят, хорошо, если ты считаешь необходимым развестись, я тебе уполномачиваю, ты можешь, я тебе даю право развода. Такое вообще возможно? Это тоже есть такое положение в книгах в нашем шариате, называется тафвизу таляки. Так когда муж дает полное право жене самой развестись. Но при этом есть одно условие – фавриет. То есть сразу после того, как муж сказал, тогда разведись сама, ты сама хозяйка своего развода, например, скажет, тогда она должна уже сразу же, вот, даже если до полминуты не пройдет, или там 10-20 секунд не пройдет, должна сказать, я развелась с тобой. Поскольку она получила, и уже если время пройдет, даже если малое время пройдет, все равно, а тогда и слова мужа о том, что он дал ей самостоятельное право, когда она пожелает, она уже проходит и вес теряется. В этом случае при этом одном условии соблюденном, то есть будет развод. То есть сколько раз она скажет, тоже рассматривается, если она все 3 скажет. Ну, нет, но он дает ей право на один развод, или он должен оговаривать? Если он ограничил, тогда только ограниченный может надать. То есть он говорит, я тебе даю полное право на развод, но на один. Да, тогда она получит, сию же минуту она скажет, что я развелась с тобой. Это вообще это возможно? Возможно.
но и она должна воспользоваться этим моментом всего лишь. Она Вот в дальнейшем- этот же миг. Этот же миг, да. Если, допустим, ситуация, когда он смс-сообщение отправляет и говорит, если ты считаешь необходимым, пожалуйста, можешь развести, я тебе даю право. СМС-сообщение. Она смс ответит. А? СМС-ом и ответит она. Она смс-ом ответит, связь плохая. Ну, я, простите, я нервничаю, не нервничаю, вредничаю. Теперь связь плохая, условно говоря, либо он говорит, я тебе даю право скажем, на развод, она отправила смс-сообщение, она говорит, что 2 отправила, а он увидел 3 смс-сообщения. Связь плохая была там и так далее. Сейчас, как быть теперь? Как бы ни было, если на самом деле она сию же минуту воспользовалась, и она будет оправдана шариатом. Ее ответ и ее, что она воспользовалась этим правом, что и она получила самостоятельное право от мужа разводиться, и она воспользовалась, тогда шариат ее поддержит. И при свидетелях, что она в сию минуту отправляла, тогда, если муж скажет, я чуть позже получил, даже если связь плохая, а она приведет свидетеля, с сию же минуты отправляла. А если, скажем, она 2 смс отправила, а у мужа 3 по факту, тогда что? Тогда то, что она отправила, будет. Она же управляет с ее словом. И аль-калам вахид лисанин сказано, карандаш или смс, или написано, это одна из 2 языков. Хорошо, понятно. У меня такой вопрос. Если при совершении никаха девушка была против выходить замуж и не произнесла слова согласия, некоторые говорят, что это недействительным является. Так ли это? Это вопрос касается том случае, когда отец или же отец, дедушка. Это 2 валия, вали муджбира, которые могут даже при отсутствии согласия со стороны их подопечной, дочери или внучки, могут против ее воли выдать ее замуж, даже если она в первый раз выходит. Ну, только тогда, когда первый раз выходит замуж. Первый раз выходит. Замуж девушка, и отец, и отец. Это 2 лица, которые могут выдать их подопечную, дочку и внучку без ее согласия. Но ее молчание, когда отец или дедушка спрашивает, согласна ли ты, но при наличии отца уже отцовское слово будет. Если отец отсутствует, нету в живых, тогда дедушка будет ответственным лицом. Почему мы эти 2 лица говорим? Потому что брат уже такое право не имеет. Если отца нету и дедушки нету, отца, то брат так не может выдать, потому что он не является вали муджбиром. Такого сильного слова, как отец и дедушка, брат родной этой невесты не имеет. И тогда она замолчала, когда ее спросили. Значит, молчание в таком случае как рассматривается знак согласия. Да. А если она, даже если она нет скажет, да, получается, если она не согласна, то получается это против сунны, то посланник Аллаха сказал, желательно спрашивать. Желательно дочку спрашивать. А если отец посчитает, что он уверен, у него практика больше, он переживает за нее больше, хотя сегодня она молодая девушка, думает по-иному, может ветер в голове или что-то как свои другие цели выставляет, а у отца на самом деле в дальнейшем для него жизни лучшие цели, лучшие требования для дочери. В этом случае отец имеет право без ее воли выдать ее. Да, это правильный вопрос. У нас буквально 1 минута и 2 вопроса сразу задам. Если муж в пьяном состоянии дал развод, но есть сомнения, сколько раз, как быть? И второй вопрос был о том, если человек про себя сказал слова развода, не вслух сказал, ты мне не жена больше, как быть? Ну и вопрос о обеспечении. Это их Первый много, поэтому... вопрос, который они еще неизвестно, сколько разводов он сказал. Тогда на известном, точно ясно будут останавливаться. Если 2 или 3 сомневаются, только тогда на 2 остановятся они, потому что 2 они точные, однозначные, несомненные, да, получается. То есть, если они сомневаются в чем, между 2 и 3, или 1-2, тогда 1 точный будет, 2 не будет. А другой вопрос был у нас в пьяном состоянии. Не, в пьяном состоянии он сказал, но не знали, сколько раз. А про себя сказал. А про себя сказал человек не вслух, он про себя сказал. Невысказанное слово, оно не рассматривается для того, чтобы вынести решение, да или нет.
Вам огромное спасибо, Мухаммад Хаджи. С нами сегодня в студии был заместитель имама Центральной джума мечети города Махачкалы, уполномоченный муфтията по бракоразводным процессам Курбандибиров Мухаммад Хаджи Исубович. И мы рассматриваем тему вот разводов